30 марта в обновленном театре кукол в Уфе состоится премьера спектакля «Винни-Пух». Подготовка и пошив кукол, к которому полностью проводились в здании уже после реконструкции. В закулисье театра отправился Павел Проломов. По-моему, мы похожи с тобой. Я даже не знаю. А ты посмотри в зеркало. О мультивселенной мало что известно. Где же еще встретишь сразу двух говорящих Винни-Пухов, как не в театре кукол? Актеры, казалось бы, и внешне, и характерно разные, но исполняют одну роль. Этот больше такой, конечно, как персонаж книги. Такой был классический Винни-Пух. Хотя, наверное, все равно какие-то из мультфильма краски, нюансики, все равно они в подсознании где-то у нас у всех сидят. Когда говорите, и вы параллельно еще двигаете Винни-Пуха, это уже привычка такая профессиональная? Ну, нет, я просто для прикола это делаю. Привычки у меня пока нет, она только нарабатывается еще. На такой позитивной ноте и проходит репетиция предстоящего спектакля. На площадке дорогие сердцу персонажи любимой сказки. Тут и мозговитый кролик, и меланхоличный ослик Иа, и, конечно, забавный пятачок. Винни, а какой тебе шарик дать? Синий или зеленый? Я себя на самом деле вот сравниваю с пятачком. Я такая же суетливая, наивная, такая вечно живущая в розовых очках. Все прекрасно. Если я радуюсь, то я прямо радуюсь изо всех сил. Если огорчаюсь, то тоже изо всех сил. И режиссер это знает, она это чувствует. Она это чувствует, и мне кажется, вот поэтому она доверила мне эту роль. Все персонажи работают на столе, и только сова с высоты своей мудрости в основном на дереве. Актрисе Татьяне Кузьменко досталось сразу две роли. Это и Крошки Ру, который пришел в пьесу из оригинальной сказки Алана Милна. У нас у всех был вот этот всеми известный мультфильм, где вот Леонов и Винни-Пух. Все его любили, мультиков было очень мало в то время. И сейчас есть такая опасность повторить, что ли, лучше все равно не сыграть того, как было там, в том мультфильме. Вот. Нужно сделать что-то свое. Буквально все. И декорации, и сами куклы создавались в новых цехах. Художники попытались сделать героев максимально похожими на персонажей известного мультфильма. Совсем недавно были только эскизы, и вот уже сейчас все рисунки сошли с листа благодаря стараниям мастеров. Дальше дело за актерами. К слову, в этом спектакле их 12, два состава по 6 человек. В театре есть куклы-дублеры, то есть тот же Винни-Пух далеко не один. Для чего это делается? Иногда бывает, что персонаж сначала появляется в одном месте и тут же переносится в другое. Так вот, знаете, это разные куклы. Винни-Пух — это первая премьера в новом здании театра. Идея поставить такой спектакль пришла еще до переезда. И вот близок час ее полноценной реализации. Это было коллегиальное решение наших членов худсовета, нашего главного режиссера, директора, художников. Потому что мы все очень любим эту сказку. Она нам всем знакома с детства. Персонажи очень добрые, узнаваемые. Премьера Винни-Пуха режиссера Виктории Щербаковой состоится уже 30 марта в Башкирском государственном театре кукол. Спектакль вряд ли оставит равнодушными как малышей, так и взрослых, которые точно окунутся в ностальгию по временам, когда сами были детьми. Остается только один вопрос: где труппа возьмет неправильных пчел? Сомневаюсь, что у нас в республике такие есть. Павел Проломов, Салават Валеев, Вести, Башкортостан.